Активно и весело проходит день родного языка в подготовительной группе «Умники». Воспитатель ведет работу с дошкольниками на знание родной истории. Но есть один нюанс – отвечать можно только на ингушском языке. Ребята тянут руки и торопятся ответить первыми. Свои знания хочет продемонстрировать каждый. Маленький Самир очень любит учить стихотворения, чтобы после рассказать их с выражением своим воспитателям. Аллах мохцакура эрзи дигала вахал илмалдук лакчарлами бохушта эли декала бут асюнек мерши вахал мерзадучиш или хына хусуна бек няна гарму хамсар яхаш гала ас дикчу эк беза суна ху хар дена беза мaqalgal гуча юл хут станец амер бенна вахар ого азбу мерши бут суба масахана дига хамсар гала мот ходич азик асуна дена дига чудышу гала. После завершения урока по познавательно-речевому развитию началось занятие по формированию целостности картины мира, традиции и обычаи ингушского народа. На нем дети могли продемонстрировать знания о республике. Абдулмалик, к примеру, рассказал об ингушском гербе. Воспитанники детского сада говорят на двух языках, и задача воспитателей сделать так, чтобы владение ими было на хорошем уровне. Поэтому дети часто учат стихотворения и на русском, и на ингушском. Пока дети занимались с воспитателями, родителям не пришлось скучать. С ними провели беседу о важности сохранения родного языка в семье. Ведь именно через информирование ребенка о традициях и культуре нации в нем взращивается чувство патриотизма. В течение тематических бесед рассказывают о значении башни, о бытии, о культуре ингушского народа, об особенностях ингушской кухни и способами приготовления ингушских блюд. На музыкальных занятиях, естественно, разучивают ингушские песни. Мероприятия, приуроченные ко Дню родного языка в Центре развития ребенка «Маленький гений», проводятся регулярно. По мнению сотрудников детского сада, результаты превосходят все ожидания. Польза очевидна. У нас в республике созданы прекрасные учебники по региональному компоненту, где мы знакомим наших детей с традициями, обычаями ингушского народа, со своим родным языком. Они, представители как нации, должны состояться в международном, в российском сообществе. Любой ребенок должен знать свой родной язык, исходя из своего родного языка, должен знать другие языки. История показывает, что именно родной язык обеспечивает прочную связь между поколениями. Это часть культуры и традиций нации, а значит и сама жизнь. И чем раньше маленькие гении это осознают, тем крепче будет их мировосприятие, уверены воспитатели Центра развития. Мадина Цора, Хамзат Халухоев, Новости 24.